сложить частично и окончательно определить Ниязова Фарида Аблизимовича наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с огнестрельным оружием, а также заниматься государственной должностью на 40 на 3 года с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. Срок отбывания наказания Ниязова Фарида Аблизимовича исчисляет с 3 июня 2025 года на основании части 5 и 6 статьи 8 с Уголовного кодекса Турецкой Республики в редакции от 28 октября 2021 года срок содержания Ниязова Фарида Аблизимовича под стражей с 9 августа 2019 года по 6 октября 2020 года, с 3 июня 2025 до вступления приговора в законную силу засчитывать из расчета 1 день под стражей за 2 дня лишения свободы. Время нахождения 6 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года под домашним арестом. Зачесть ему срок отбывания наказания из расчета 5 дней домашнего ареста к 1 дню лишения свободы. Меру пресечения Ниязова Фарида Аблизимовича в виде подписки о невыезде отменить и взять его под стражу в зале суда. Джейнбекову Рашану Бабурбековича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 41, частью 2 статьи 374 Уголовного кодекса Турецкой Республики в редакции 28 октября 2021 года, частью 2 статьи 40 Бековича наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с огнестрельным оружием, а также занимать государственную должность сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. Срок отбытия наказания Джейнбека Равшана Бабурбековича исчисляется с 3 июня 2025 года. На основании части 5 и 6 статьи 80 Уголовного кодекса. Беспредел, беспредел! Будьте прокляты! Достаточно тяжелая политическая ситуация, и меня решили обратно держать в тюрьме, не на свободе. Конечно, будем судиться, буду подавать в городской суд. Посмотрим. Это нормально. В нашей стране всех, кто не согласен, всех, кто имеет свою позицию, их сажают. Это нормально. Это авторитарная страна. Ну, прекрасное понимание мы его тоже знаем. Власти вот этими арестами, этими посадками, тюремными сроками, они
просто увеличивают свой обменный фонд в торге по возвращению Карманбека Бакиева в страну. Потому что вы знаете, 2 года назад они бы уже вернули Бакиева в страну, если бы Алмазбек Атамбаев не сделал демарш на этой встрече в Дубае. А этими арестами они, конечно, хотят вот взять еще больше людей в заложников, помимо тех, кто уже сидит от нашей партии, и дальше продолжать давить. Потому что, видимо, им это очень надо. Других обвинений мы не видим, потому что даже глава операции по Койташу открыто говорил, что задачей была ликвидация Алмазбека Атамбаева. Курсан Асанов его реально пытались засудить за несанкционированные переговоры. То есть, конечно же, это судилище, это политическая игра, попытка вот увеличить количество заложников и дальше давить.